Турнир по ММА в новом спортивном сезоне собрал более полусотни бойцов в двух весовых категориях со всех школ смешанных единоборств региона. На кону турнира стоит не только звание лучшего, а также путевка на первенство и чемпионат СКФО. Подобные мероприятия регионального масштаба позволяют показать широкой публике мастерство бойцов, различные техники и приемы боев, а также привлечь внимание к здоровому и спортивному образу жизни. Среди участников как опытные бойцы, закаленные в поединках межрегионального уровня, так и новички в смешанных единоборствах, впервые участвующие в подобных турнирах. А самым титулованным бойцом соревнований этого года можно по праву считать Адама Хамхоева, за плечами которого уже международный опыт. Став третьим на чемпионате по ММА планетарного уровня, он тем самым обеспечил себе путевку на всероссийские соревнования. А решение посостязаться на домашнем турнире принято для поддержания соревновательной формы. Выступлю на чемпионат СКФО, чтобы был опыт, знал, что кто на Россию поедет, кто нет. А так я для себя пришел, чтобы форму не терять. В рамках бойцовского дня состоялось порядка 50 встреч в 10 весовых категориях среди двух возрастных групп. Молодые файтеры из всех уголков республики демонстрировали неутолимую жажду победы. Несмотря на напряженную атмосферу, спортсмены и их команды относились друг к другу с уважением. Как отметили представители президиума ММА Ингушетии, с развитием смешанных единоборств растет не только класс спортсменов, но и в целом уровень подобных состязаний. По сравнению даже элементарно с прошлого года, когда мы наблюдали чемпионат республики, уровень намного вырос. Ребята показывают очень красивые, яркие бои. Это любой подтвердит здесь, потому что здесь и много присутствует болельщиков, любителей смешанных единоборств. И уровень я оцениваю, я, если честно, удивлен некоторыми бойцами, потому что они на глазах у меня, можно сказать, выросли. ММА – один из самых быстро развивающихся видов спорта на планете, а сами бойцы для повышения способности ведения боя традиционно изучают состоявшиеся боевые искусства. Соперничество с сильнейшими бойцами региона среди любителей для Адама Куштова, представляющего бойцовский клуб Inkfighter, не первый опыт на домашней арене, но очень важный шаг в спортивном росте и улучшении показателей предыдущего спортивного сезона. Я провел только один бой, сейчас у меня будет бой за выход в полуфинал. Если я выиграю этот бой, то я автоматически должен получить путевку на СКФО, который будет проходить в марте. В 2018 году я становился финалистом СКФО в этом же весе. В этом году я хочу побить свой рекорд и, следовательно, выбиться хотя бы, чтобы отобрался на Россию. Во-первых, ты должен быть готовым, это самое главное. Конечно, все зависит от тебя, а во-вторых, ты должен слушаться своих угловых, то есть своих тренеров. А тренеров я слушаю всегда. Подобные мероприятия в нашем регионе публика любит, сопровождая поединки оглушительными аплодисментами, некоторые из которых заканчиваются досрочно. Большинство спортсменов демонстрировали отличные бойцовские навыки и рвение к победе, отчего сами поединки получались по-настоящему конкурентными. С развитием ММА в нашей республике растет не только уровень мастерства бойцов, но и также культура среди зрителей и команд, поддерживающих спортсменов при проведении подобных соревнований. У нас проходит очень аккуратно все бойцы друг к другу уважительно относятся, тренера следят за своими бойцами. В принципе, вот я как главный судья могу сказать, что сегодня ни одного замечания никому не сделал. Обычно я как злой судья всем делаю замечания, но очень хорошо, и культура самих бойцов повышается, потому что они выезжают за пределы, там выступают, там все строго. И здесь мы пытаемся тоже с ними строго себя вести, и, как видите, результат налицо. Все бойцы показали максимально зрелищные поединки. А поклонникам смешанных единоборств остается дождаться окончательного сформирования команды для участия на турнире среди регионов Северного Кавказа, который состоится в марте в городе Ставрополь. Харон Аздоев, Асхат Белокиев, Новости 24.